Информационная служба «Осетия ТВ» – главные темы выпуска. При попытке сбыта пистолета задержан сотрудник правоохранительных органов. Силовиками изъято более 9 единиц огнестрельного оружия. Во Владикавказе может появиться технопарк «Алания». Реализация этого проекта в Северной Осетии позволит решить ряд проблем. В первую очередь это создание нескольких десятков рабочих мест. Необычный урок музыки прошел в лицее искусств. В качестве преподавателя народный артист России Дмитрий Маликов. За 3 года существования интерактивного шоу «Уроки музыки» музыкант посетил более 90 городов. Теперь на очереди Владикавказ. Эти и другие темы далее подробно. В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность преступной группы, состоящей из 4 жителей Северной Осетии. Они причастны к организации и функционированию канала поставок огнестрельного оружия. Так, при попытке сбыта пистолета ПМ задержаны 2 жителя республики, один из которых является действующим сотрудником правоохранительных органов. Также установлены и задержаны еще 2 жителей Беслана, которые в подпольных цехах вносили конструктивные изменения в газовые пистолеты, дабы придать им боевые свойства. Помимо прочего, задержанные изготавливали в кустарных условиях различные виды малогабаритного огнестрельного оружия. В итоге было изъято 9 единиц оружия, их составные части, граната, а также 263 боеприпаса различного калибра. Следственным комитетом ФСБ России по Северной Осетии в отношении задержанных возбуждено 4 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьей 222 и частью 2 статьи 223 Уголовного кодекса Российской Федерации. Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы. Во Владикавказе может появиться технопарк «Алания». Реализация этого проекта в Северной Осетии позволит решить ряд проблем. В первую очередь это создание нескольких десятков рабочих мест. Технопарк – это огромный комплекс, который планируется построить на территории ОЗТ. В него включены офисно-производственные здания, автоматизированный паркинг. Стоимость проекта – 3 миллиарда рублей. Республика вложит только 5% от суммы, остальные деньги поступят из федерального бюджета. Потенциальные резиденты технопарка – малые инновационные компании республики. Партнерами смогут стать и вузы Северной Осетии. Они будут вовлечены в реализацию крупных инновационных проектов. Технопарк способен обеспечить научные кадры высокотехнологичным оборудованием. Сейчас идет подготовка проектно-сметной документации. Министерством экономического развития России объявлен конкурс. Если республика его выиграет, то технопарку быть. Самое главное, что республика для себя осознала, что технопарк – это не площадка, которая сдает по заниженным ценам в аренду помещения, а технопарк – это именно проводящая инфраструктура, которая обеспечит внедрение научно-технических разработок в экономику. Приятно, что руководство республики осознало, что нет необходимости требовать генерацию прибыли от управляющей компании, а ставят абсолютно иные цели по увеличению объема выручки резидентов технопарков, по увеличению количества рабочих мест, по созданию высокопроизводительных рабочих мест. В преддверии Дня славянской письменности и культуры по всей стране проходят различные мероприятия. Праздник не только религиозный, а государственный отметят 24 мая. Но уже в эти дни чествуют святых Кирилла и Мефодия, создателей русской азбуки. В Северо-Осетинском госуниверситете уже 4-й год проводится конференция, посвященная славянской письменности как фактору единения народа в России. Работу форума сегодня открыл архиепископ Владикавказский Аланский Зосима. Он подчеркнул, Россия объединяет людей разных национальностей, и язык, как ничто другое, помогает в этом. В работе конференции приняли участие не только представители православной, но и армянской и римско-католической церквей, мусульмане. С докладами о важности славянской письменности в современном мире выступил ряд ученых. Много говорили и о важности фигуры князя Владимира в истории Руси. В этом году исполняется 1000 лет с его кончины. Именно при нем началось крещение Руси. Профессор Сергей Чеджемов даже предложил ходатайствовать о создании ордена равноапостольного князя. По его мнению, награда должна будет вручаться за достижения в сфере укрепления единства народов. Князь Владимир знаменовал собой не только привнесение на территорию России православия, но вместе с православием пришли идеи гуманизма, вместе с православием пришли идеи и бережного отношения к представителям других религиозных конфессий, вместе с православием пришло и понимание ценности семьи, ценности воспитания, ценности патриотизма.
Впервые за 85 лет своего существования театр кукол имени Сергея Образцова во Владикавказе. В график больших гастролей изначально Северная Осетия не входила, но по приглашению художественного руководителя театра Шаби Владислава Колеева образцовая труппа прибыла и к нам. Зрители оказали артистам горячий прием. Мы счастливы, что мы здесь. Мы думаем, что сегодняшняя наша встреча первая, но не последняя. Спасибо вам. Я желаю вам получить удовольствие от сегодняшней встречи с нашим театром. На сцене Осетинского театра знаменитая кукольная постановка «Необыкновенный концерт». Слава о ней ходит не только по России, но и за рубежом. Впервые спектакль сыграли в 1946 году. Поставлен он самим Сергеем Образцовым по пьесе Александра Веденского «Концерт варьете». Это сатирическая пародия, высмеивающая шаблонные приемы эстрады. Постановка заняла почетное место в книге рекордов Гиннесса. Более 10 тысяч раз поднимался занавес необыкновенного концерта. Спектакль давно разошелся на реплики, а образы его героев знакомы всем. Главный герой необыкновенного концерта конферансье Апломбов – удивительный полиглот. В каком бы регионе ни проходили гастроли, он всегда приветствует жителей на родном для них языке. На сцене певцы, музыканты, дрессировщики. Содержание так увлекает, что зритель совершенно забывает, что перед ним куклы, а не живые артисты. Каждый номер вызывает шквал эмоций. Пара, исполняющая страстное танго, особенно приковывает к себе внимание аудитории. Быстрые ловкие движения поражают всех. Лишь после представления кукольники раскрывают секрет управления этой парой. За ширмой две марионетки ведут 8 человек. Это какой-то феномен, казалось бы, да, и уже и тема не та, и уже эстрада не та, на которую здесь пародия делается. А тем не менее, вот смотрите, как воспринимают. Это совершенно необыкновенная вещь, которую понять вот невозможно. Видимо, заложена какая-то в самом спектакле заложена какая-то доброта, какой-то общечеловеческий юмор. За несколько часов до премьеры состоялась пресс-конференция, на которой озвучили важную проблему. Исчезает профессия кукольника, недостает и людей, которые бы создавали марионетки. И чтобы привлечь аудиторию, сотрудники и артисты театра проведут мастер-класс, где внучка Сергея Образцова расскажет об основателе театра и об этом редком виде искусства. Также посетители мастер-класса сами попробуют управлять куклами. Основанный Сергеем Образцовым в 1931 году, кукольный театр по сей день остается одним из самых популярных в мире. Высокое мастерство работников по достоинству оценили в Северной Осетии. Скажу, что вот именно через ваши персонажи воспитано не одно поколение, живущих и в постсоветском пространстве, и в наше время, потому что они нравятся не только детям, они нравятся и старшему поколению. Огромное вам спасибо, низкий поклон. И у меня очень ответственная почетная миссия по поручению главы республики вручить государственную награду. Звание «Заслуженный артист» присвоили Екатерине Образцовой, народный артист Федору Виолину. Труппа театра была в восторге от теплого приема североосетинского зрителя. Артисты пообещали, что вновь посетят Владикавказ. Ангелина Васильева, Михаил Безуглов, Олег Рамонов, Осетия ТВ. Уроки музыки. Необычный урок прошел в лицее искусств. В качестве преподавателя выступил народный артист России Дмитрий Маликов, а учениками стали учащиеся лицея искусств. За 3 года существования интерактивного шоу «Уроки музыки» музыкант посетил более 90 городов. 99-м пунктом стал Владикавказ. Автором проекта является сам Дмитрий Маликов. Его поездки имеют конкретную цель и задачи, которые уже долгое время он воплощает в реальность. Для меня самое главное – это стимулировать детей к творчеству. Я своим примером, будучи достаточно успешным музыкантом и совмещающим в себе и эстрадную, и классическую ипостаси, я объясняю детям, как важно заниматься музыкой, как важно получить начальное музыкальное образование. Даже если они не станут впоследствии профессиональными музыкантами, все равно музыка изменит их душу, изменит их сердце, сделает их обязательно лучше. Уроки музыки – это и в самом деле открытый урок, а еще творческий вечер, концерт и даже просветительская акция. Дмитрий играет вместе с талантливыми школьниками, чтобы они никогда не перестали сомневаться. Музыке важно и нужно учиться. В первую очередь классической, потому что она обогащает душу. Главная особенность таких уроков – возможность самим детям сыграть на одной сцене с учителем, что дает им неоценимый опыт. Темы уроков – любовь к родине, к родителям, борьба с ленью и многие другие. Всему этому Дмитрий обучает через музыку. Дмитрий очень мягкий человек, с ним очень приятно играть, и я думала, что
буду волноваться, а выйдя с ним на сцену, наоборот, мне стало легче играть. После короткой репетиции с детьми музыкант вместе с учащимися лицея дал концерт. Выступающие сыграли авторские мелодии композитора, а хор исполнил песни под его аккомпанемент. Одним из ярких номеров стало совместное исполнение мелодии Дмитрия с ученицей лицея Алиной Козаевой. Мелодия под названием «Ночь в Мадриде» пришлась по душе всем слушателям. Следующий пункт назначения – Нальчик. Далее еще несколько городов Кавказа, и шоу подойдет к своему завершению. Но на этом Дмитрий не собирается останавливаться. В планах у него уже другой музыкальный проект, который он пообещал начать реализовывать во Владикавказе. Залина Губурова, Лолита Сузаева, Олег Рамонов, Осетия ТВ.